как семейная реликвия. Потому что это все передавалось на протяжении из поколения в поколение, от прадедов. Для меня оно имеет большую роль в моей жизни, играет. Есть фамилия Бухаров. Когда в Крыму проходил шелковый путь, то есть мои родственники были причастны к нему, когда приходили, спрашивали, где ваш отец? Он в Бухаре. Вот с тех времен еще они, то есть, ездили еще в Самарканд, в Бухару, привозили каракули по шелковому пути в Старом Крыму, продавали. Так как был центр Старого Крыма, там шла бурная торговля, так скажем. И вот оттуда у нас это все идет. И у меня, получается, дедушки выделкой занимались, покроем занимались. Даже у нас свой сорт каракуля был, малыч, получается. Вот дедушка еще вот с Керчи это начинал, как бы. Просто отец это все дипломированно подкрепил. Это все с детства пошло, скажем, от отца. Это передавалось. Ну, как это, маленькое увлечение было. Помогая отцу проводить нитки, чтобы как-то меня занять, завлечь. А потом уже со временем, когда уже в осознанном возрасте, я уже начал изучать процесс еще и выделки. То есть я уже целенаправленно к этому шел. Он у меня закончил сначала Бухарский колледж современными словами при каракулеводческом заводе, а после этого он поступил в Московскую академию, отдел пушное дело. То все тонкости, которые он знал, через него это я все впитывал как максимально. Самые основные аспекты как бы он показывал, обучал, говорил. То и выделка, и кройка. Сюда переехали, тоже начали шить, потихоньку запускать. Ну, Аллаху шукур, я продолжил это дело, но, к сожалению, отца как бы уже нету. Мое любимое, больше всего, халпахлар. Если в целом брать направление халпахов, это большая часть, это детские коллективы. Первый момент. Второй момент, по натуральным халпахам, это возрастные люди. То есть кому-то на подарок. Есть искусственные, есть натуральные. То есть, но опять же, по опыту работы, я могу так сказать, детские коллективы берут искусственные. В каждом регионе Крыма были разные покрои, то есть разный крой халпахов, разные формы, разные высоты. Мне попадались, да, например, я брал, просил человека, например, можно я раскрою и обратно вам верну. То есть я с него снимал лекал и в свою лекальную базу его закладывал уже. Я и также изучаю историю, где какие модели, то есть применялись, люди носили, в каком регионе, какая была высота, то есть какой каракуль применялся. То есть и с научной точки зрения как бы к этому делу подхожу. Есть разные формы, их тоже мы как бы эти все лекалы сохраняем и будем передавать в будущее поколение своим детям. Например, керченский вариант, евпаторийский. Также был ахмечетский вариант, который одной рукой одевался, одной рукой снимался. Вот в разработке вот эти лекалы. Как бы. Бахчисарай вот упоминал форму Исмаила Гаспринского. То есть, понимаете, вот есть разные, в зависимости от региона, где, какой регион и какая форма и какая высота была. То есть о высоте можно много что как бы говорить, но опять же, люди выбирали себе высоту по определенному статусу. Некоторые от этого отталкивались. Некоторые брали от подбородка до бровей, вот это их не было, то есть высота. Это вот. У меня евпаторийский, вот он, чебурек его еще называют. Так он выглядит. То есть вот форма чебурека. Ты смотришь рисунок, отсюда вырезал, туда вставил, и это чтобы очень красиво смотрелось, то есть сочеталось. После того, как шкура уже готова, основной момент есть касаемо, чтобы халпах выглядел,
скажем, достойно, это подклад. И вот эта подкладка, то есть это основа. На нее уже потом набивается, проклеивается, сушится, отбивается, расчесывается. Это для крымско-татарских коллективов танцевальная обувь. То есть это золотая туфелька, серебро, ичиги, сапожки вот эти танцевальные, гетры. То есть помимо этого еще у меня как бы не только обувь, я же еще и выделкой занимаюсь. Будут приносить шкуры, там, овчины там. Вот буду выделывать. Начиная там от кролика, заканчивая там дикого кабана, я могу выделать и там или какое-то изделие пошить. То есть скорняжное дело, оно же не только подразумевает под собой кроить, шить. Это то есть, если ты взял, например, шкуру, ты должен довести до конечного потребителя, ты должен выделать, пошить какое-то изделие и уже потом, соответственно, тому человеку, который делал заказ. Занимаюсь пошивом головных уборов, но это не только пошив, это наше семейное ремесло, которое передается из поколения в поколение. Также, иншаллах, я буду передавать своим детям. Для меня это история моего поколения, как бы моих предков.